С одной стороны я вам показал вот этот замковый комплекс, башенный комплекс. Датируется 15, 16, 17 века. Приблизительно вот в этом промежутке с 15 по 17. Здесь, может, незаметно, но на глубине где-то 100 метров находится речка. То есть брать воду питьевую, достать, тоже прекрасная возможность. Вот. Наступать или подняться здесь фактически невозможно. Подход к этому замку или башне нашей фактически невозможно. Вот здесь двери, скальная порода. Вот. Здесь дальше идет уже к месту, где мы выходили. Сейчас постараюсь, посмотрю, если дверь открыта. Так, это здесь мы снимали. Это выход. Вот так. Вот посмотрите. Какая красота. Только вот здесь можно подняться. Только по этой дороге. И она полностью охраняется бойницами, башней. То есть фактически неприступная крепость. Посмотрите, какая красота. Как же хорошо сделали. Вот подъем, второй подъем на боевую башню, но туда мы подниматься не будем, поскольку мы уже сняли все. Сейчас покажу, попытаюсь вам показать склеп, где хоронили достойных сынов из Нохчи народа, из Тейпа Цьечуай. Своеобразную усыпальницу, склеп, солнечный могильник. Каждый называет как хочет, по всей видимости. Вполне возможно, что вот здесь тоже находилось какое-либо сооружение. Но время не щадит ничего. Ай, машаллах, машаллах. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите на это великолепие. Как же прекрасна наша Родина. Как же прекрасна высокогорная Нохчичуа. Вот. Идем дальше. И буквально здесь тоже немного отреставрированный склеп. Место захоронения чеченского Тейпа Цьечуай из Арстхоевского общества, если я не ошибаюсь. Здесь второй этаж. Здесь первый этаж. Вот здесь кости до сих пор. Вот. На втором этаже костей нету, есть только на первом этаже. Вот такая.